Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто прямо сейчас думает о вас? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Итак, мы начинаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вы интересная личность. Здесь разные люди думают о вас, много людей о вас думает. Да, привлекаете взгляды и нагружаете мозги. Ну вот мужчина показан. Мужчина, скорее всего, его зовут на букву В, имя, фамилия. Ну, либо у него какое-то есть, как прозвище, да, милое прозвище на букву В. Мужчина в виде собаки показан. Возможно, это его отличительная черта, что он хороший и верный друг. Либо что у него очень много друзей, и друзей своих он любит. Возможно, с этим мужчиной вы дружны, да, и видите в этом мужчине всего лишь друга. А он ведь видит в вас любовь и музу, да, свое сердечко вам отдал. Буковка В вышла мне. Имя, фамилия, прозвище. Мужчина, которому вас именно сейчас, в этот самый момент, когда вы открыли это видео, страшно не хватает. Его какая-то безумная тоска охватила, и вот хоть плачь, понимаете, хоть плачь. Плохо. Думает о том, что ему как смелости не хватает, либо винит себя в том, что он там медлит, не говорит вам о своих чувствах, либо не претендует на вашу любовь. А возможно, с этим мужчиной у вас были отношения, и, допустим, да, мужчина винит себя в том, что потерял вас, в том, что вы расстались. Вот прямо ему не сладко, горько. И почему-то вот себя винит, как обида какая-то самого на себя. Потому что между вами нет контакта, либо контакт дружеский, либо ну вот как разрыв контакта произошел, да. Вот между вами и мужчиной как стена стоит. Стена, которая вот реально мешает. Стена дружбы, стена прошлых отношений. Плохо, ему очень плохо без вас. Здесь прокручивает какие-то моменты, отрывки из памяти, да, когда вы были рядом, либо какая вы красивая. Вот. Ну, скучает, грустит, никак себя в руки взять не может. Прям тоска, хандра у него идет по вам. Буква В, вот четко, вот она, видите, буква В. И вот она стена между вами. Дальше показывают человека, не могу сказать, мужчина либо женщина, кто за вас очень сильно переживает. Может быть, человек сам по себе такой тревожный, а может быть, это человек что-то про вас знает, либо наоборот, мало что знает, поэтому очень сильно переживает. Это может быть и подруга, это может быть и кто-то из детей, родителей, да, вот переживание и тревожность идет. Мысли такие, да, вот чтобы ничего плохого не случилось, лишь бы она там отзвонилась, либо написала, либо чтобы не заболела, да, вот какие-то такие мысли. Не могу сказать, мужчина либо женщина, вообще возраст даже не могу сказать. Но человек сам по себе очень тревожный и склонен к тому, чтобы сама себя накручивать, да, накручивать на какие-то негативные пессимистические мысли. Дальше показываю двух людей, которые о вас сегодня вспоминали. В разговоре, скорее всего, вспоминали. Очень похожи на двух женщин. Либо один женщина, другой мужчина. Какой-то разговор по поводу вас. Знак меньше. Сердце с трещиной. Скорее всего, ревность. Либо они вам завидуют, да, либо
кто-то из этой парочки ревнует к вам, ну, либо ревнует вас. Какой-то такой разговор был, и ваше имя там прямо упоминалось, причем не раз упоминалось. Может быть, вам даже икалось, либо немножко щечки у вас розовые были, как обожгло, ушки могли гореть. Вот они о вас говорили, причем говорили достаточно громко, эмоционально. Ну, раз 10 точно ваше имя поминали. Так мне идет. Но они как к вам отвернулись. Может быть, вы не сильно там с ними общаетесь, либо не сильно на них внимание обращаете, либо вам и в голову не приходит, что эти люди могут о вас говорить. Но вот у кого-то из них по поводу вас сердечко трещинку дало, ну, либо разбилось. С правой стороны, если вы в паре, если вы замужем, то тут, скорее всего, муж показан. Либо тот, кто считает себя мужем, будущим, настоящим, бывшим. Это уже не важно. Мужчина думал о каком-то дне. Вот день какой-то мне идет. Может быть, какая-то памятная дата знакомства, либо у вас там годовщина совместной жизни. Думал об этом дне и думал о деньгах. Может быть, он праздник решил устроить, либо потратиться на хороший, дорогой подарок. Вот как день и деньги. Вот две мысли. Как бы вот все это подогнать, чтобы к дню, нужному дню у меня были деньги, и чтобы я мог вот что-то приобрести. И в грязь лицом не упасть. Даже бывший может, да, притащиться к вам и сказать, что вот столько-то, да, времени с нашего знакомства, либо именно в этот день мы с тобой познакомились. Давай-ка повторим. Да, у кого-то и так отыграется. Еще с правой стороны показывают женщину, и эта женщина очень сильно на вас надеется. Но опять же, это может быть и подруга, и коллега, и родственница, может быть, очень сильно надеется. И она прям верит в то, что вы либо свое слово сдержите, либо что вы вот не откажете, может, помощь ей какую-то окажете, может, содействие, может, заступничество, да, но все люди разные. Это именно женщину. Эта женщина видит вас очень сильной, независимой, и еще она считает, что у вас прям своих проблем никаких нет, да, поэтому вы смело можете все отставить и решать ее проблемы. Ну, конечно, немножко самонадеянно, но с другой стороны, может, вы действительно лучше живете, чем она. Либо вы знаете, как правильно жить, а она не знает. В общем, все надежды на вас. Вот она такая, знаете, спокойненькая, потому что на вас она все возложила, да, может расслабиться, заниматься своими делами. Так, чем-то так уверена, что не подведет. Вернее, вы не подведете. Здесь показан, ну вот явно ребенок, либо кто-то, кто гораздо младше вас по возрасту. Что-то как прячет, скрывает и очень сильно верит в то, что вы не узнаете. Может быть, вы на чем-то горячем застукали, но сделали вид, что не увидели, ну либо не обратили внимания. Действительно, ребенок такой: «О, точно, пронесло». Ну, либо младший, там, брат, сестра. Что-то делается, что-то происходит. И повспоминайте, что вы там видели, в какой позе, зачем застали ребенка, либо кого-то младше по возрасту. Вот явно там что-то не так. Лучше вернуться, перепроверить. Очень похоже на какую-то нелегальную деятельность, либо не по годам деятельность. Ну, может, еще что-то. А вот здесь показывают кого-то, кто выше вас на ступень стоит. Это может быть начальник, руководитель, либо человек, с кем у вас похожие там бизнесы, допустим, да, пусть будет конкурент, конкурентка. Но мне больше идет как какой-то начальник, руководитель, может быть, коллега, который там чуть повыше, чем вы по должности идет. У этого человека из-за вас волосы сидеют, и этот мороз по коже идет, особенно по спине. Не сегодня, но, может быть, несколько дней назад у вас то ли разговор был, то ли вы что-то сделали такое, да, вот прям гениальное, бесподобное, уникальное. И этот человек все никак в себя прийти не может. Этому человеку кажется, что вы ему на пятки наступаете, ну, либо ей на пятки наступаете. Здесь именно страх
что вы вытесните этого человека, займете его место, а может быть даже еще и выше взберетесь. Это очень тревожный сигнал, потому что люди, которые начинают об этом думать, либо начинают этого страшиться, они могут пойти на всякие разные подлости. Вот. Может быть, вы ничего такого не хотели, да? Вы просто делали свое дело, занимались своим любимым делом. Да? Опять же, гениальность, что с ней поделаешь, в карман не засунешь. Да? Но вот вижу, что страх. Страх, и он формируется, и он прям укореняется в этом человеке. И опять же, негативное мышление по поводу вас показано. Ну, типа, вот она меня подсидит, вот я там работу потеряю. Либо бизнес мой по боку пойдет, да, потому что у нее лучше там, качество, услуги, товары. Да, вот какие-то такие мысли прям разрывают сердце этого человека. Еще вот показано, что этот человек плохо спит, скорее всего, потому что думает об этом. Да, опять же, нервная система просто вот трещит по швам. Ну, если начальник либо коллега, я думаю, что вы это узнаете, поймете. А вот если это конкурент, конкурентка, то тут будет немножко сложнее. Так, мост, дорога, мост. Кто из моих дорогих зрительниц недавно переходил мост? Мост может быть любым, там и маленьким крошечным, и очень большим, таким переходом, да, подвесным мостом. Вот как-то мост, там какой-то человек на вас засматривался, противоположного пола. Этого человека вы очень впечатлили, вы ему показались самой красивой из всех женщин, которых он когда-либо видел. И еще как будто бы вот что-то его как кольнуло, да, как что-то в вас было родное, знакомое, то, что он когда-то знал, любил и позабыл. Да, вот такие ощущения. И этот человек все пытается вспомнить, кого вы ему напомнили, да, либо на кого вы похожи. Может быть, там, где-то вы встречались давным-давно, и он забыл. Думает о вас, думает, вспоминает, но поскольку вот что запечатлелось в глазах, то и есть, да, очень сложно понять. Да, можно сказать, что незнакомый человек о вас думает. И думает прямо сейчас. И мысли такие, знаете, вот докопаться, да, почему лицо знакомое, почему такая красивая, да, откуда я ее знаю, где я ее видел, почему вот родным чем-то, да, повеяло. Такие мысли. Но это именно мост был. Переход через мост, любой мост. Вот именно там вы как-то мимо друг друга, что ли, прошли. Так, тройка. Ну, либо 3 человека, либо кто-то из друзей думает о вас и думает о каком-то веселье. Ну, допустим, вас вытащить из дома и пойти куда-нибудь повеселиться, либо дома устроить веселье и вас позвать. А может быть, они уже втроем сидят и думают о том, что вас прям-таки не хватает, потому что вы душа компании, вы веселый человек. В принципе, и так может отыграться. Так, и еще вопрос. У меня к вам вопрос. О ком вы сегодня думали? О ком вы думали? О мужчине вот мне идет, да? О каком-то мужчине думали, либо какого-то мужчину вспоминали. Смотрите, здесь показано, что это было все взаимно. Либо между вами очень сильная эмпатия, когда один думает, другой чувствует. И ровно так же наоборот. Да, может быть, вы не просто так о нем думали, а скорее всего вы уловили его мысленный посыл в вашу сторону. Вот идет, что вы в один и тот же момент друг о друге думали. Тут больше похоже на симпатию. Может быть, влюбленность, но больше похоже на симпатию. То есть взаимные мысли, и, кстати, мысли были тоже очень похожи. Вот то, что думали вы, то и думал и мужчина. Может, вы такая, странный, конечно, человек. И он такой, да, странная женщина. Вот как одно и то же думали, но на расстоянии получается. Либо у вас мысли сходятся, либо, как я уже сказала, да, вы друг друга зеркалите. Настолько сильная эмпатия между вами. А это прям такой знак серьезный, что не просто так вы друг другу понравились. Будет продолжение. Так, еще вот какой-то неприятный человек. Может быть, с этим человеком вы выясняли отношения, либо как-то грубо ответили, а может быть, на место поставили. Человек очень неприятный. И у человека очень плохая репутация. У вас какая-то стычка была с этим человеком. И этот человек сегодня думал о вас и думал с уважением. Вот не поверите, именно с уважением. Вы как-то красиво на место его либо ее поставили, либо какая-то отповедь ваша была настолько мощная, что человек такой, о, ничего себе, ударчик. Думал с уважением, вот насколько вы
красиво это сделали. Да? Вроде как и ответ дали, но при этом в какой-то уважительной форме, либо в форме, которая не провоцирует на дальнейший скандал. Да? Вот как остудили этого человека. И прям человек вас зауважал, такой, женщина, что надо, да, девушка, что надо. Как уважение к вам проснулось. Может быть, человек так себя ведет, потому что никого не уважает. А вы вот ответ дали, все по своим местам расставили, человек говорит, ага, вот она ответить может, ее нужно уважать. Вот как-то так мне идет. Да, вообще интересная вы личность, очень много людей о вас думает. И знаете, еще идет такая информация, что о вас каждый день, каждый час кто-то думает. Вы настолько яркая, что люди не могут быть к вам равнодушны. Кто-то любит, влюбляется, испытывает к вам очень хорошие, теплые чувства. А кто-то, наоборот, из-за вас начинает очень сильно переживать и негативить. Но хорошего гораздо больше, чем плохого. Это вы точно должны знать. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.